Предстоящий осенний призыв глава Ингушетии назвал особенным, ведь в этом году вся страна праздновала 70-летие Великой Победы, а республика отметила 245-летие добровольного вхождения ингушского народа в состав российского государства, что, по мнению Юнусбека Евкурова, накладывает на ребят дополнительную ответственность. История Ингушетии – это хроника героических подвигов наших предков, для которых служение Отечеству было высшим долгом и безграничным мужеством. С первого дня службы не забывайте своих родных, близких. Ну и, естественно, надо понимать, для чего вы идете в армию. Унагалды слабый чингадахкар. Унагалды хайдавага служите жвали хайцани грамоте хаж медали хаж ордене хаж калухами хаж савич. Хайдя на тейпан сил ордер. В своем выступлении Юнусбек Евкуров коснулся и такой неприятной темы, как нарушение армейской дисциплины и участие в конфликтных ситуациях военнослужащих из Ингушетии, которые и сами не служат, и другим не дают. Причину такого поведения глава региона видит прежде всего в семье, в плохом воспитании будущих солдат. Однако они составляют лишь малую часть, в основном же наши ребята служат достойно. Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма от командующих воинских частей. Одна из особенностей осеннего призыва – молодой человек может выбрать тот род войск, в котором планирует продолжить свою службу. Если вы нормально служите, в апреле месяце вы спокойно пишете рапорт, прошу меня направить в военное училище. Командование всегда вас поддержит, если вы нормальный солдат. 100% вас поддержит, направит. Мало того, если у вас такая мысль есть, при призыве мы постараемся, чтобы род войск вас соответствовал вашему будущему вашему училищу, чтобы легче было пройти дальше. О преимуществах военной службы говорил и глава региона в качестве примера Руслан Зейтов, который с отличием окончил так называемое училище московских курсантов. Затем продолжил службу на Сахалине и в итоге дослужился до звания генерал-майора. Какие льготы хорошие. Есть служебное жилье, если нет служебного, то оплачивают жилье, которое снимают. И через 10 лет законное право на жилье. Законная, хорошая зарплата, хорошая командировочная. Поэтому молодежи надо побольше тоже смотреть самим. Если есть возможность, оставайтесь. К тому же в армии можно освоить профессию, которая пригодится на гражданке. Если вы в воинские части попадаете служить, есть такие предложения командиров. Кто хочет пойти в ремонтную роту, в роту материального обеспечения. Там, где можно получить гражданские специальности, то есть электрик, сварщик, токарь. В конце беседы глава региона напомнил молодым ребятам о бессмертном подвиге первого героя России Сулумбека Асканова, который вырос в сельской местности в многодетной семье и без чьей-либо помощи своим упорством прославил республику и страну в целом. Он возглавлял самый элитный центр по переподготовке летчиков, лично осваивал высокоскоростные боевые истребители. Его рекорды до сих пор никто не побил. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Юнус Цичоев, Новости 24.